Белые ромашки как символ семьи, любви и верности. Сегодня они на груди каждого гостя Центра реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце». Специальный именной цветок вручают и уполномоченному по правам ребенка Павлу Астахову. Он прибыл в Осетию с рабочим визитом. В «Добром сердце» омбудсмен не впервые. Ровно 5 лет назад приезжал с инспекцией. С тех пор он добрый друг коллектива и воспитанников. Директор Таисия Печенкина рассказывает, за это время изменилось многое. Начал работу телефон доверия. Только за прошлый год помощь психолога потребовалась сотням детей. Помогают и родителям. Действует специальный клуб, где они делятся друг с другом опытом. Еще одно важное достижение – ставший уже традиционным трудовой лагерь. За символическую плату в 2000 рублей подростки помогают сделать город чище. Трудотерапия позволяет детям осознать значимость работы, говорят педагоги. Вот когда они получают, 2000 пусть даже получают, обязательно первый вопрос – куда ты их потратишь? И если я слышу, что ребенок говорит: ой, я как пойду и погуляю хорошо, начинаешь, значит, задумываться, что-то мы ему не додали. А когда слышим ответ, что «а я куплю первый подарок маме» или бабушке, или своей девушке, и думаешь, да, наверное, это значит. В целом же в центре числится 94 ребенка, лишь половина из них на стационаре. Второй пункт в списке – детский сад «Интеллект». Недавно открывшееся дошкольное учреждение оснащено всем необходимым и приняло более 300 детей. Здесь их готовят к школе, учат языкам и танцам. Действуют и спортивные секции. Работают кружки во вторую половину дня. Это кружки и народного танца, и спортивной гимнастики. Так что вот необходимо детям этого возраста, они получают в прогимназии. Следом Астахов отправляется в дом ребенка. Здесь живут более 30 детей. Это малыши до 4 лет. От нескольких родителей отказались. Некоторые страдают синдромом Дауна. Но большинство здесь временно, пока дома условия не станут лучше. Буквально несколько месяцев назад здесь провели капитальный ремонт. Бюджетных денег не понадобилось. Все работы оплатил фонд «Лавар», которым руководит Руслан Икаев. Имя меценатов всплывает и во время посещения школы-интерната с инклюзивным образованием. Здесь с его помощью построили спортивную площадку. Всего же в школе учатся около 500 ребят, 21 из них – дети с ограниченными возможностями. Долгожданная встреча с меценатом происходит в недавно открытом Центре реабилитации детей с ДЦП «ИР». Павлу Астахову рассказывают о том, что и это учреждение удалось построить благодаря все тому же фонду «Лавар». Уполномоченный по правам ребенка с улыбкой замечает, будто вся республика держится на плечах Икаева. Что вы сделали здесь, то, что вы сделали в доме ребенка, то, что вы сделали в школе-интернате, это, конечно, очень похвально, и благодарность вам большая от всех детей и от родителей, конечно. Ну, от государства, что вы, в отличие от некоторых, кто приходит и говорит: дай копейку, тогда я, значит, что-то сделаю. Вы пришли, сделали, ничего не просили. Спасибо вам большое. Причем все процедуры для ребят абсолютно бесплатные. Здесь помощь психологов, логопедов, стоматологов, а также физиотерапия, бассейн и конюшня. Центр хоть и частный, но не коммерческий. Работает полностью на деньги фонда. После короткой экскурсии Павел Астахов отмечает, подобных узкоспециализированных учреждений нет даже в столице. Омбудсмен призвал не останавливаться на достигнутом и пытаться помогать детям и с другими заболеваниями. Совсем недалеко от центра ИР детский дом «Виктория». Уже несколько лет старый корпус считается ветхим. Новое здание сдали в эксплуатацию совсем недавно, а построили его на деньги все того же фонда «Лавар». Павел Астахов на месте обещает в ближайшее время отметить Руслана Икаева наградой. Тему детского дома «Виктория» продолжили на расширенном заседании правительства. В новом корпусе смогут разместиться лишь 2/3 воспитанников, еще 17 пока придется жить в старом здании. Конечно, не будем останавливаться на достигнутом. Я уже сегодня озвучил, что в том же доме «Виктория» нам стоит продолжить работу, и буквально в ближайшее время мы этим займемся. Я прекрасно понимаю, что бюджет наш не способен это сделать, поэтому мы будем также привлекать и просить меценатов, чтобы продолжили строительство второго корпуса в детском доме «Виктория», для того, чтобы практически все дети, которые там находятся, были в одинаковых условиях.
Деньги на строительство будут пытаться получить в следующем году и через федеральную программу «Юг России». Несмотря на положительную оценку, Северной Осетии есть куда двигаться, говорит Павел Астахов. При этом он предложил провести Российский съезд уполномоченных по правам ребенка осенью 2016 года именно в Северной Осетии, как в одном из лучших регионов по соблюдению прав детей. Яна Гагиева, Заур Цеов, Осетия ТВ.